Я была, если так взять по странам СНГ, это Казахстан и Узбекистан. И также вот в Европе это Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия. Еще какие страны? Их было много. Где-то 11, да, стран. В третьем курсе я получила стипендию, которая называется Атулду. Это выделяется только 10 студентам. И я была одной из них, которая смогла выиграть $1200. И после этого я эти деньги потратила на свое путешествие именно в Испанию. А вот именно если вы хотите куда-то полететь, самое лучшее это, наверное, Erasmus+, эта программа, по которой я ездила. Если в университете, да, то можно по ней поехать в Германию, во Францию и в Испанию. Также есть внутренняя мобильность, но я ей, к сожалению, не пользовалась. Это, да, в Астану можно полететь, поучиться, в Бишкеке, в Ауца, да, я читаю. Я стараюсь читать 2 книги в неделю, то есть я трачу где-то, наверное, в день 2 часа именно на чтение книг. Сколько вы книг вообще читаете? В целом, где-то около, наверное, 550, может быть, книг, может быть, больше, но больше 500. Я, да, рассказываю про обучение, да, я люблю делиться там какими-то советами, там, как можно легче изучать языки, про путешествия, да, потому что я постоянно езжу там в другие города, проводить разные тренинги, участвовать на мероприятиях, и также я люблю в целом рассказывать про свою жизнь, мотивировать людей. Ну нам же типа нельзя говорить, что я еще казахский владею, узбекский владею, да что? Всем привет, я Айдана Сатыбалдиева. Айдана — это студентка магистратуры, это иногда бывает тренером, также разные тренинги проводит, преподаватель и экоактивист. История смешная. В том плане, что мы с моей сестрой двоюродной росли вместе, и она выбрала профессию юриста. Мне не захотелось с ней продолжать всю свою жизнь учиться, потому что мы и в садике были вместе, и в школе были вместе, и я думала, что мне нужна какая-то сепарация. И я поступила на международный бизнес, хотя мне это тоже было интересно, потому что мне математика нравится. За эти 4 года я выучила 2 языка, то есть с нуля, потому что в школе я не владела ни одним языком, я не знала ни английский, ни испанский, вообще не интересовалась этим. Но именно в университете, когда я поступила на 1-й курс, у меня начала появляться мотивация. На 2-м курсе я уже прям начала регулярно в 5 утра вставать, учить английский, там после обеда я учила испанский, и после этого я выиграла грант, благодаря которому я полетела в Испанию. То есть на данный момент я знаю 4 языка и изучаю 5-й язык. Это кыргызский и русский, это мои родные языки, и также английский и испанский. И сейчас я учу немецкий. Я была, если так взять по странам СНГ, это Казахстан и Узбекистан. И также вот в Европе это Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия. Еще какие страны? Их было много. Где-то 11, да, стран. Я на данный момент работаю на 4 работах. Это 3 из которых я занимаюсь преподаванием. Первый — это в частной школе, второй — это учебный центр, и третье — это испанский язык я преподаю. Именно у нас в университете в ИШМОП у нас есть курсы испанского языка в центре испано-кыргызского языка. Вот. А там в школе и в учебном центре я преподаю английский. Также я работаю по одному проекту, который сам ведется в Бишкеке, но мониторинг проходит в Аше. Я читаю. Я стараюсь читать 2 книги в неделю. То есть
я трачу где-то, наверное, в день 2 часа именно на чтение книг. И также я сейчас же учу немецкий. Из этого с утра я учу немецкий, после я иду преподаю английский, испанский, потом я уже просто смотрю сериалы. И сериалы смотрю тоже на английском языке. В целом, где-то около, наверное, 550, может быть, книг, может быть, больше, но больше 500. Какая самая любимая книга и автор? Вот я такое не смогу назвать, потому что их очень много. Но я, например, даже... топ-5. Топ-5, ну, топ-5 можно. Короче, надо прочитать обязательно, мне кажется, это Джек Лондона, Мартин Иден называется книга. Она вообще катастрофически классная книга. Второе, мне кажется, это надо все-таки прочитать «Гордость и предубеждение», да, Джейн Остин. Это тоже очень классная книга. После этого есть книга Джейн Эйр. Она тоже очень классная. Это все книги, которые я люблю, это все классика, да, то есть они старинные, проверенные временем. Вот это третье. Четвертое, мне кажется, это все-таки «Всадник без головы». Это тоже классная книга. И «Унесенный ветром». «Унесенный ветром» — это классика, это книгу, которую должны прочитать все. А если по книгам, которые дают мотивацию, или даже по бизнесу? Такие книги я тоже, кстати, обожаю. Например, да, есть вот эти книги, там, «Самурай без меча», «Магия утра», вот «Мое утро». «Мое утро». Потом есть вот эта книга, которую я недавно читала, «Монах, который продал свой Феррари». Она мне, например, очень сильно меня замотивировала. После этого я опять продолжила вставать в 5 утра. То есть вообще в целом, когда я прочитала где-то, наверное, в 2020 году книгу «Магия утра», она мне так сильно как бы помогла. Я уже полностью поменяла свое мышление, и каждое утро, даже вот в субботу и воскресенье на выходных, я просыпалась в 5 утра и как бы старалась так вот, как сказать, быть очень продуктивной. После этого эта книга мне хватила на год. То есть год она мне давала мотивацию. После этого я уже немного как бы перестала следовать вот этим вот привычкам. И недавно я прочитала вот эту книгу «Монарх, который продал свой Феррари». И вот сейчас я опять продолжаю просыпаться в 5 утра, стараться быстрее там выучить что-то, сделать, все успеть. Вот. А если вот бизнес-книги, то этот Роберт Кийосаки можно прочитать, тоже классно. Если по маркетингу, там тоже вот этот Котлер есть, он тоже классный. Вот. Ну там, знаете, в Инстаграме немножко такая ситуация, то что у меня мало подписчиков. И потому что раньше у меня было около 4000 подписчиков, но у меня что-то в голову стукнуло, я их всех удалила. И, короче, у меня там, и в Испанию, когда я улетала, у меня тоже 95 подписчиков было. Я всех удалила, закрыла свой аккаунт. Сейчас я возобновила его, у меня где-то, наверное, 640. Я, да, рассказываю про обучение, да, я люблю делиться там какими-то советами, там, как можно легче изучать языки, про путешествия, да, потому что я постоянно езжу там, в другие города, проводить разные тренинги, участвовать на мероприятиях, и также я люблю в целом рассказывать про свою жизнь и мотивировать людей. К сожалению, нет. Но я планирую уже в скором времени начать работать по своей специальности. В какой-нибудь международной организации, я не знаю, быть каким-нибудь финансовым менеджером. Вот в этом плане, да. То, что я плохо училась в школе, что я не интересовалась учебой в целом, я не читала книг. После этого вот уже в школе, после школы, вот уже в универе я начала учить языки, я начала читать книги, выступать, проводить тренинги, посетила больше, наверное, 100 тренингов в целом и уже свои провожу. А тренинги — это именно по правам человека, по экологии. У меня даже было своих 2 проекта, я выиграла 2 гранта. И провела первое мероприятие, это у нас было в Узбекистане, в Фергане. Там я проводила дебатный турнир. Да, это, получается, трансграничный дебатный турнир, то есть там были участники из Кыргызстана, с Таджикистана и с Узбекистана. А второй мой проект был у нас в Аше, но я пригласила участников с города Баткена и из Кызылкии. То есть это тоже был дебатный турнир, но уже внутри Кыргызстана. Эти 2 таких проекта интересных.
Моя мечта — это стать полиглотом таким, который владеет более 7-8 языками, может 10 языков. Чтобы я могла путешествовать без проблем, чтобы я посетила все страны, и чтобы я прочитала минимум 1000 книг, минимум. Вот, это моя мечта. И работать, я, наверное, хотела бы очень сильно работать в ООН, а именно вот в UNDP, да, про ООН. Там я бы хотела бы работать. Ну, конечно, про языки. Это первое, это начать учить языки, потому что на данный момент в Кыргызстане огромное количество иностранцев. То есть вы можете без проблем практиковать свой язык, да, ходить, учить. Например, даже вот когда я была в Европе, там все люди почти, да, владели более 5-6 языками. И мне из этого было как-то не очень комфортно. А также читать книги, потому что книги вам помогут как нарастить ваше мышление, да, в целом знания. И вот старайтесь не бояться и выступать больше на камеру, проводить разные тренинги, участвовать на разных тренингах. То есть огромное количество тренингов, которые предоставляют вам полное финансирование. То есть я, например, да, ездила в Казахстан, в Узбекистан, и меня приглашали полностью бесплатно, они меня забирали как с аэропорта, там кормили, все делали, все показывали. То есть это тоже дает вам огромное количество знаний. Вот, например, да, я смотрю в Инстаграме. В Инстаграме вот чаще всего все-таки стоит подписываться на НПОшки, да, на НПО-сектор, там у них есть свои странички, там позитивный диалог у нас есть, да, центр по международной защите, таких очень много НПО-секторов, в которые вы можете подписаться, и они часто проводят тренинги, они приглашают везде, также и бишкекские, и в Телеграм-канале, чаще всего в Телеграм-канале постоянно выставляют какие-то тренинги, говорят то, что вот присоединяйтесь, участвуйте, вот на таких стоит. А вот именно если вы хотите куда-то полететь, самое лучшее — это, наверное, Erasmus+, эта программа, по которой я ездила. Если в университете, да, то можно по ней поехать в Германию, во Францию и в Испанию. Также есть внутренняя мобильность, я ей, к сожалению, не пользовалась, это, да, в Астану можно полететь, поучиться, в Бишкеке, в АУЦА, да. Еще есть УГРАД, да, это Global УГРАД, это возможность на полгода полететь в Америку, поучаствовать, но это уже надо отдельно самому подавать, не от университета, а отдельно. Это тоже классная программа.